Но у нас просто все еще очень сильно, невыносимо болит сердце. Сен дамарларыңда қаның суы. Насыл даяндылар, ама даяндылар. Молодежь говорит, нет, нам надо переосмыслить. Это позиция жертвы. Позиция жертвы. Нас обидели. Это не жертвенность нас вернула домой, это пассионарность. Это прежде про достоинство, это про честь, это про веру. Вот это доминанта нашей ментальности, не депортация. С момента возвращения в Крым я постоянно слышала фразу «вам пора жить дальше». Это что-то между смириться и забыть. Почему этот день навсегда останется в нашей памяти? Сегодня мы говорим с нашими гостями. Селям алейкум, хош келденас. Это не первый наш выпуск накануне 18 мая. И в такие дни я у своих гостей всегда спрашиваю, как вы и что вы чувствуете накануне и в эти дни. Совершенно естественные чувства, которые присутствуют в каждом из нас, это боль утраты. Это боль за тех людей, кто пережил этот ужас. Невыносимая боль. Личная боль. Потому что сколько бы времени ни прошло, в этом году уже 80 лет с года депортации, но эффект этот продолжается. И я даже думала и где-то читала, что народы, которые пережили вот такие какие-то катаклизмы, как геноцид, как депортация, они тянут это за собой не через 2, не через 3, а может быть даже через десятки поколений. И так оно и есть, потому что для нас депортация – это, не страница там в учебнике истории, да, или в каких-нибудь мемуарах, это личная история. Это то, что случилось с моим отцом, с моим дедом, с бабушкой, с мамой, с братом, с сестрой, с моим близким родственником. Это история моей семьи. Это не просто вот такая какая-то общая, да? Это мою мать выгнали из дома. Это мой младший брат погиб по дороге, и его труп выбросили из вагона. Это моя двоюродная бабушка умерла от голода, и все ее дети умерли там от малярии в первые годы ссылки. Это все очень личное. Поэтому те, кто говорят, что хватит плакать, и что надо идти вперед, у меня вообще ответный всегда вопрос: а как не плакать? Вот вы попробуйте не плакать, когда плачет до сих пор ваш дед, когда до сих пор плачет ваша бабушка, у которой уже все нормально, она живет рядом с вами, она в тепле, она не голодает, она вернулась домой, но она все еще плачет. Можно даже пережить слезы детей. Но вот слезы стариков переживать очень тяжело. И поэтому, я не знаю, в каком-нибудь благополучном месте, наверное, история одной крымско-татарской семьи могла бы быть основой какого-нибудь такого драматического сериала, там, романа. У нас каждая семья такой сериал драматический, трагический. Возможно, те, кто призывают нас, что надо, хватит оглядываться типа назад и идти, смотреть в будущее, в какой-то мере, наверное, они правы. Но мы не оглядываемся назад. У нас просто все еще очень сильно, невыносимо болит сердце. Особенно в эти дни. Ролан Бей, что думает наше поколение по поводу, что чувствует наше поколение 18 мая? Мы были тем поколением, которое возвращалось. Мы не видели депортации, мы не видели времен становления за пределами Крыма, но мы видели становление здесь, в Крыму. Что чувствует наше поколение? Для меня 18 мая – это день почтения нашим предкам, которые прошли через эти испытания, которые пережили депортацию. Это дань тем, кто положил собственные жизни в тех условиях, в которых они оказались, и положили
жизни, много усилий для того, чтобы следующее поколение могли вернуться в Крым, жить здесь, дышать этим воздухом, рожать детей и хоронить здесь своих стариков. Это день скорби о тех, кто не смог пережить эти трагические события для нашего народа. Зерханум, депортация – это была пытка голодом, это была пытка стыдом. Как мы справились с этим? Пек ağır bir sual, ağır mesele. Ne bizden, men pek çok bir hikayeler yazıp aldım. Bir hikaye, mesela balalıkta eşitken hatırlaular. Bir anamızdan, babamızdan, bitalarımızdan. Halbuki men qартана қарт баба көрмедім. Мен анамда, бабамда екісі де 44-нче жылда өксіз қалып, мен қартана қарт баба көрмедім. Ама олар әр вақытта айтайдылар. Bir енді өзім büyüген son, ana olgan son, енді başka türlü men duyup başladım. Ve bir hatırlauını yazıp alganda, bilesiz mi? Mına şındaki sizin sualingizge айтacak olam. Vagonda kadın 23 Mayıs günü, 18 Mayıs'ta oturtalar, 23 Mayıs günü o vagonda doğura balasını, birinci balasını. Ve onun iz duygularını men ana olarak nasıl bu kadın dayandı bu işe, bilesiz mi? Nasıl? O di bir baksam komşumuz Ahmet Ağa otura di, bir baksam ocağım otura, bir taraftan men, olar menden utanı, men olardan utanı, bir tasavvur etin bu neni. Lakin o kadın o balasını doğura, bütün vagon ona yardım ete ve yıllar geçken son da o mesela kimseni kargap, mesela menden beş betler alga kalsınlar ya da bir şey demediler ve yüzlerinden kartlar, men kargış eşitmedim. Olar bilesiz mi? Nasıl etip insan olup kalganlarını men alada şaşam ve şunu men anlatıp olamayım. Nasıl bu canavarcasına şaraitlerde bizim halkımız insan olup kaldı ve insanlığını joymadı. Men mına bu sualga cevabını tapıp olamayım. Belki biz bir böyle bir alelhusus bir millettirmiz. Biz çünkü bu birinci sürgünlük değil. Bizim halkımız endi ta Katarina katamızın zamanından sürgünlüklerini korup gelgen ve böyle kuygunluk repressiyalarını korup gelgen halk. Ve o kırılmadı, bükülmedi. Ve onun için 18 Mayıs faciası da halkımız için en büyük sınav olgandır. Çünkü hiç kimseni kaldırmadılar. Lakin buna bakmadan Ural'da olsun, Sibir'de olsun, Özbekistan'da, Kazakistan'da olar айтқан вақытында русша айтылады, кровь в жилах стынет. Сен қан дамарларыңда қаның суы. Насыл даяндылар, ама даяндылар. Лемия Ханум, вот эта тяга к жизни, откуда она у нас и как мы изменились за вот эти 80 лет? Ну, тяга к жизни, мне кажется, это из формата «а по-другому нельзя». По-другому нельзя. Нельзя не сохранять человеческое достоинство, о котором говорит Зира Ханум. Юзбет джойма, аиптер, адың чыққанчық жаның чықсын. Это вот то, что мы сейчас будем называть нарративами, да, то есть это те смысловые вещи, смысловые якоря, которые тебя оставляют быть человеком, где адам юзум джойма мага, да. Это то, что позволяет тебе выживать и растить, воспитывать своих детей. Вот вы говорите, а у меня тоже свое воспоминание об этом, да, я 18 мая для себя помню где-то с года на 87-го, потому что сообщение ТАСС я помню очень хорошо. Мне тогда было 11 лет, и это первая статья, которую я прочитала, и которая меня вот глубоко потрясла. То есть это 87-й год, и я это очень хорошо помню. И я помню, чем был 18 мая для всех, для нас. Это память, это сохранение этой памяти. Но со временем, вот я сейчас даже вот после разговора с вами, да, Ленор Ханум, я задумаюсь об этом, а вы знаете, а мы смыслы поменяли. Мне кажется, нам сейчас очень важно сохранить память о 18 мая. Потому что как бы вот для нашего поколения это понятно. Мы живем, переживаем этим. То есть я помню, как Битам Аглаеда, Айтаеда, о Битлеп, о Уралдағында, о Памықштаннардан, о суға кіріп. Это я очень хорошо помню. А наши дети уже об этом так не помнят.
Такими эмоциональными картинами это не остается. То есть здесь я что хотела сказать. Я хочу, чтобы вот и зрители наши не возмущались. Я не говорю о том, что мы это забыли. Я не говорю, что об этом мы забыли. Мы не забыли это. Эмоциональная связь стала Да, тоньше. но нам нужно это трансформировать так, чтобы это осталось. Не сохранить это сейчас, не сохранить это эмоционально, не сохранить это как память, не сохранить это как основу твоей идентичности нельзя. Нельзя дать этому трансформироваться, нельзя дать этому забыться, и нельзя дать то, о чем вы сказали, давайте забудем и поедем дальше. Нельзя забыть и поехать дальше. Если мы забудем, мы не поедем дальше. Вопрос трансформировать этот опыт, трансформировать его в стратегию сохранения матрицы твоей идентичности. Вот то, что делает тебя, собственно, крымским татарином. Роланбек, а какие вы изменения зафиксировали за эти 80 лет, которые с нами произошли после, собственно говоря, трагедии? Мне трудно анализировать все 80 лет. Осязаемую часть. Наверное, Да, легче. я шунун үшін қайда енді Мне, наверное, легче видеть, что с нами происходило здесь. В связи с моим возрастом я родился здесь и наблюдал, что с нами происходило здесь, в Крыму. Мы изменились. Мы стали на ноги здесь, в Крыму. Мы из позиции жертвы, в которой мы были пару десятков лет, это 90-е, 2010-е годы, начали здесь осваиваться, уже избавляться от этих комплексов и стремиться больше к жизни, к тому, чтобы вырабатывать некие стратегии, которые будут вести нас в будущее. О каких комплексах вы говорите? Это позиция жертвы. Позиция жертвы. Нас обидели, нас неоправданно наказали. Это действительно так, но будучи в таком состоянии, к сожалению, мы лишаем себя возможности развиваться. Мен белесем, мен итираз етер едім бұл шейге. Позиция жертвы, егер олған олса еді, біз Қырымға қайтып келмез едік. Отырар едік Өзбекстанда ағлап, беклеп, не заман бізні қайтара жақлар, базы бір адамлар бар еді. Біздерін насыл шығардылар, вагонларын кетірсінлер, өлі қайтарсынлар Қырымға деділер. Ама милли әрекет 56 жылда указ шыққан сон башланды ма? Ве егер олар жертва болып отырған олса еділер, еткез беклеп отырар еді мына бөле чалышып. Yok күрештілер де. Onun için мен белесем, белкім базы бір шақсыларда бардыр бұл позиция жертвы, но миллетте yok. Я бы тоже... мен шахси фикером. Согласна с Зерой Ханум. Вообще, это вопрос о страхах, да, еще. Очень актуальный. Не только к тому времени относящийся. И да, старшее поколение для моего уже старшего поколения, еще более старшее поколение, там страх был очень серьезным. Я вот помню даже по своим родителям. Там услышать, что ты рассказываешь политический анекдот, сахан, там никто. То есть страх был. Хотя они уже стояли крепко на ногах, были даже успешными людьми, дали нам образование, у нас все было замечательно там, да? Но у них страх был. Это чувствовалось. А вот в людях моего поколения, я думаю, что вот этот страх, он постепенно трансформировался в борьбу с этим страхом. Что надо перебороть этот страх. Неосознанно, может быть, но меня это возмущало тогда. Чуть оглядываться, хотя это был глубокий Советский Союз, да, и там действительно было не очень безопасно там распускать язык, да, где ни попадя. Потом наступило другое время, когда вот эта энергия борьбы со страхом своего народа, со страхом своего родителя, она вылилась в такую пассионарность. Так, может быть, совпало, что наше поколение стало, возможно, политически активным, потому что мы оказались тогда в исторической ситуации, когда все в стране было, все политически активно. Но, тем не менее, она превратилась в пассионарность, которая нас и вернула домой. Это не жертвенность нас вернула домой, это пассионарность. Но что, пассионарии, как правило, и боятся страха, да? Но что случилось потом?
И тут я с вами соглашусь, то если вообще верить теории пассионарности, то первый импульс проходит, а потом вступает в силу закон энтропии, и когда прошел этот первый импульс, а импульс прошел, потому что энергия была растрачена в борьбе с сопротивлением среды, что получается? В результате мы успокаиваемся. Да, все. Уровень пассионарности снижается на 0, мы успокаиваемся, у нас все замечательно, но когда мы успокаиваемся, мы где-то возвращаемся к ментальной матрице. Я говорю сейчас о своем поколении, потому что у нас есть эта ментальная матрица, память о депортации, наша личная история, потому что это личная история моего папы, моей мамы, моей бабушки. А когда возвращается память о депортации, возвращается и страх. И вот тут этот страх, когда время спокойно не колышется, а когда ситуация меняется, он опять просыпается. Потому что, я так долго говорю, но мне кажется, что он еще будет жить и в последующих поколениях. Потому что, если говорить о народе, то несчастье может вылечить только счастье. Да? Или покой. А боль прошлого может излечить только уверенность в будущем. У нас ни покоя, ни уверенности. И я не помню какой-нибудь исторический период, какой бы сейчас ни назвать, чтобы мы абсолютно были спокойны и уверены в будущем. Лемир Ханум, вот то, что мы сейчас наблюдали, это уже поколенческий разрыв? Или просто разное восприятие и разный потенциал? Мне кажется, мы не можем говорить еще в нашем контексте о поколенческом разрыве, а вот о поколенческий разрыв между нами и нашими детьми. То есть мы еще, мне кажется, носители того. Мы как-то такое... Человек рожден в Крыму, а мы с вами не в Крыму родились. Может быть, это в этом и есть? Может быть. Я, честно говоря, соглашусь в какой-то мере с понятием комплекса жертвы. Я не говорю, что он был присущ нашему народу вообще. Когда слушала Роланбея, я думаю, действительно, Зейра Ханум прямо у меня с языка сняла о том, что если бы этот комплекс был бы, то у нас не было бы национального движения. То есть те люди, которых выселяли, у них не было комплекса жертвы. Он появился значительно позже. Я не могу сказать по ощущениям, когда он возник на самом деле. То есть 90-е годы я прочувствовала этот момент. Да, вот этот комплекс был. И посмотрите, я не знаю откуда, я не знаю, он сверху, снизу, истоки этого комплекса, но последствия этого комплекса, они очень нехороши. Потому что они лишают нас ответственности и субъектности. Как только человек, даже просто в бытовом, на личностном уровне, говорит, что я жертва, он сразу выводит себя за пределы контекста поведения, за пределы социальной коммуникации, за пределы и необходимость придерживаться правил. И, с другой стороны, нести ответственность за то, что ты делаешь. Я же жертва, все. Какие с меня вопросы? Что я могу? Да, мне не повезло, да, мне плохо. Психологи это называют вторичными выгодами. Да. И здесь жертвенность и субъектность – это взаимоисключающие понятия. Для нашего народа очень важна субъектность. Субъектность предполагает, и даже выживание – это про субъектность. Конечно. О том, что человек и группа, семья, любое объединение людей, когда они выживают, они говорят о том, почему они выживают, с какой мыслью, что им дает выживательство. Первый контекст – это выживание. Наши исследования об этом многократно говорят. Вторая стратегия этого выживания, да, это зацикливание, закрывание, закукливание, зачехление, как хотите, заворачивание в кон, энергосберегающее, то есть все, что тебя ограничит вовне. Ты остаешься внутри, что позволяет тебе сохраняться. Да, ты создаешь внутренний мир. Да, ты как-то консервируешься и ограничишься но именно в этой стадии куколки ты сохраняешься. В этой стадии куколки, условно куколки, да, условной куколки, здесь ты формируешь собственные ценности. И здесь исследование наше показывает о том, что это ценности свободы, это ценности самодостаточности и ценности развития. Казалось бы, стратегии выживания и развития – это противостоящие стратегии. Это стратегии, не дополняющие друг друга, а они, наоборот, как только человек задумается о том, как он выживает, он перестает думать про развитие. Но в нашем народе на коротком историческом периоде показалось, что да, наши стратегии выживания, они априори подразумевают развитие.
То есть у нас выживание не про выживание как таковое, а выживание про развитие, про то, что мы даем этому миру, несмотря на нашу закрытость. То есть вот я сейчас немножко сложно это объясняю на самом деле, да? Но это все мы сочетаем в себе несочетаемые вещи. И это позволяет нам, вот, наверное, позволяет вот тем вот, в какой-то мере пассионарность, в какой-то мере является вот там вот стартовым, пусковым крючком, стартовым механизмом представления нас о нашем и о наших стратегиях развития. Но опять-таки, возвращаясь, наша проблема сохранить нас как нас. Сохранить нас как крымский татар. Со всеми включенными в это матрицами, идентичностями, стратегиями, ценностями, нарративами и прочим. Мы об этом еще поговорим, Альмир Ханом. Зиарханом, какую роль вот в этой во всей истории, да, когда вы говорили, что в нас нет этого комплекса жертвы, играют значение цифры? Почему для нас и нашего старшего поколения было важно доказать вот эту вот нашу цифровую историю, да, цифры трагедий? Почему для нас это важно? Elbette ki pek mühim. Eğer mühim olmagan olsaydı Milli Hareket bunu 56. yılda başlamaz edi. Bakın 56. yılda ukaz endi Milli Hareket da böyle bir küçülü nege kirgeni yok dalgaga ya. Ve olar birinci en tar dairede toplanıp yani biz rakamlar degende bu o kadar geniş bir mevzu bilesiniz. Biz hala da ne kadar Kırım Tatarlarını çıkarganını bilmeymiz. Ne kadar Kırım Tatarı ölgenini bilmeymiz. Doğru mu? Ne kadar insan cenkte iştirak etkeni tam. Yani nege resmi rakamlarga bakacak olsak. Çünkü olar o kadar farklı ki ve olar bir-birine uymay. Onun için pek mühim edi. Mesela 56. yılda ukaz çıkacağını bilip bizim kartlarımız Cebar Akimov, Osman Ebasanov, Begavat'tan, Bekir Osmanov, Şevki Muhteremov, yani bütün regionlardan bular öyle bir tar dairege gelip demek biz bu Milli Hareket başlaganda demek şimdi mahkemeler de başlayacak. Ve biz mahkemede bizni çıkargan hükümetke özümüzün talaplarımızını, özümüzün kanuni talaplarımızını göstermek gerek olacakmız. Ya göstergende biz tek mına bizni çıkardılar da biz tam ağırdık, bizden onu aldılar, bunu aldılar değil. Biz rakamlarla ispat etmek gerek edik. Yani biz böyle halk edik. Bizde bu kadar şey var edi, bu kadar kitap, bu kadar azizler, bu kadar mal mülkümüz, tilimiz, variyetimiz ve bu kadar insanımız gayip oldu. Ve olar şu samoperepis dediler. Yani Kırım Tatar halkının cedvelge almak. Bu işini başladılar 56. yılda. Ve bakın ki bu cedvelge alu 20 yılga sozuldu. Niçin? Olar kenede olar eski terbiye algan komünistler diyecek olamız. Doğru, Milli Hareket'in başlaganlar onu şimdi gizlemek nesi yok. Olar kenede hükümetke işana ediler. Yani hükümet mına bu bizim hareketlerimizni korup hakikatini neter tikler deyip. Kayda hükümet öyle hakikatini tikleyecek hükümet değil bizde. Ve bakın енді 66. yılda başlana. Cebar Akimov mahkemeye etilgende 63 yaşında mahkemeye etilgen insan. O mahkemede ayta, mına biz 1,5 yılın içinde 46% halkımızın elak oldu deyip. Ona prokuror diye yok 22%. Cebar Ağa mahkemede ispat etti. Mına biz böyle bir ne yaptık? Cedvel aldık. Yani 56. yılda başta 30 koyun cedveli alındı. 30 koy. 30 koyun cedveli o vakitda kartlar sağıydı. Koyda ne kadar insan var olganın, kim kayırda yaşaganın, kimin korantasında ne kadar bala olganın, kimin korantasında cenkке ne kadar insan ketті de ne kadar elak olganın bilgen kartlar var edi. 56'da, 56, 57'de. Son 66'da başlay. Son 71. yılı bakınız СССР'de oldu перепись населения. Ve herkes bekledi Pravda gazetasını, İzvestiya gazetasını, yani bizni Kırım Tatarlarını kırsetecekler. Sabasına herkes gazetanı baka, Kırım Tatarlar cedvelde yok. Yoktur. Tatarlar var, Kırım Tatarlar cedvelde yok. Ve 71. yılda endi sonki baskıçı başlanıp ve anda endi bek kısa vakitte yapmak gerekedi. 7 rayonun 9 koyun aldılar. Ama bütün Kırım'ın nesini, yani Bahçesaray, Sudak, Kerç, Kezlev, Yalta, Aluşta en böyle koylarına Uskut birinci yerde. Çünkü en balaban koy ve Uskut'un halkı pek men belesem ölüm faizi anda en ziyade oldu. Çünkü anda Akkurgan rayonuna düşken mına öyle cedveller var Milli Hareket'te. Kim ne kadar insan ölgeni niyeti. Anda bazı bir yerlerde 80%'ga bara. Ölüm faizi bakın.
Гулистанға түшкен инсанлар 83-85% миллетін қырыла. Ве олар о вақыт исбат еттілер. Яғни, мына бақын шынды біз нечін мұйым дейміз. Мына шынды сіз Википедияны ачың, Гуглны, ве депортация крымских татар. Башлай 180 биңден башлап, енді шынды сонки вақытларды 230-ға шықты. 230 биң Қырым татары сүргін етілген екен. Ве өлім файызы да өлі. Ама милли әрекет тек Өзбекстан бойынша, ве янында Қазақстан, Қырғызстан бойынша бөлі рақамны шығарды ки, анда 450 биң инсан сүргін етілді. Ве бақында бұнда Урал кірмеді, Сибир кірмеді. Рақамларны біз білмек мұтлақа керекміз, чүнкі біз аляда білмейміз бұл шейлерні. Бұл шейлер гизлене, ве аляда пек çok архивлер қапалы. Важна цифровая сатисфакция, Роланбей? С точки зрения вашего поколения, уже рожденного, нашего, вашего, ну, нам не довелось испытать этого счастья родиться в Крыму. А Милли әрекет векілі оларақ, іштиракшысы оларақ doğru mu? Ну, в первую очередь, для того, чтобы понять объем потерь, которые мы понесли как народ, наверное, опираясь на цифры, гораздо легче понять самим и объяснить следующим поколениям, сколько людей пострадало, лишилось крова, родины и жизни. Но я считаю, что эти цифры нужно использовать больше в юридической плоскости для оценки, для правовой оценки этих событий. И все. Понять, что это было за преступление и масштабы преступления. Да, но не зацикливаться на нем. А вот мне интересно, почему до сих пор это засекречено? До сих пор, 80 лет прошло со дня депортации, до сих пор эти сведения засекречены. И до сих пор мы пользуемся Википедией, да, в которой вообще написано, что крымско-татарский язык относится к группе алтайских языков. До сих пор. Вот, Зерханум, вы часто, наверное, обращаетесь к архивам, они объясняют, почему засекречено. У них есть какое-то постановление, я не знаю. Архивде çalıştыңызмысыз? Олар сізге бір şey аңлатам? Жоқтыр. Олды. Жауабы сіз бір şey аңлатмазлар, элбет. То есть эта власть, она что? Таким образом, неосознанно для себя, она считает себя тоже виновницей этого преступления? Элбет, өзін қабатлы дуймаса еді, о açar еді. 90-ncı yıllarda білесіз, насылдыр бір қапы аралық açıldı. Böyle açılmadı, аралық yapıldı. Ve мен Мариэлде Сануковтан интервью алған вақытында, профессор, о тарихчы, 90-ncı yıllarda o de bir 2-3 ayға архив açıldı. Ve o insan, алар шында rahmetli oldu. O insan, білесіз, şu 2-3 ayın içinde o kadar malumatlar aldı Kırım Tatarlarga ait. Ve анда рақамлар да бар. Бірінші нөбетте рақамлар атта базы белкі бізге бір не деймін, біз бегенмеген де аттаке рақамлар бар. Яғни о бір рақам мені пек не еткен еді. 44-нчы жылда Кырым татарларының арасынан 40 дане демек осведомитель тайынлене. Bir yıldan son олардың sayısı 200-ден зияде olған. Архивде олар бар, адлары бар, her şeyi бар. Belkim керек ме o adlarını айтмаға не etmege, çünkü олардың баллары, torunları бар. Ve o bakın, o vaqtları o faydalandı mı? Son endi deymen ozımın studentlerime, o üniversitette çalışa, studentlerge demek aspirantlarga mevzu dağıtay ve onlar endi dissertasiya yazacaklar bu mevzu boyunca. 3 aydan son arxivge baralar, arxivde deyirler, bizde öyle dokumentler yok, hiç de olmadı. Hiç de olmadı. Bu endi 90-cı yıllarda. Ve hala da kapalı. Şimdi barıp bir şey sorasanız. Мне кажется, редкие случаи, когда государство готово брать на себя ответственность за совершенные преступления. Таких случаев в истории очень мало, а самое главное покаяться. Да? То есть с покаяния всегда начинается какой-то новый лист истории, новый этап отношений в обществе. И, наверное, вот только пройдя через это эмоциональное, скажем так, покаяние, можно говорить о каком-то выздоровлении, наверное, общества. Без этого никак. Именно поэтому эта информация закрыта, и она недоступна для нас. Альмеханум, что у нас осталось на подкорке еще после этой трагедии? Знаете, Нурхан, я вернусь про идею про покаяние. На самом деле в мире после Второй мировой войны практик покаяния очень много. Вот. И они все очень неоднозначные. Есть испанская стратегия, да, когда мы все забыли, никто ничего не вспоминает. И она длилась очень долго.
Испания перешла в сторону переосмысления вот 2000-е годы, только лишь. И оказалось, это так глубоко, это так переживаемо. И покаяние в Испании, политика забвения ее называли, она не работала, не сработала. Она долго держалась, она полвека держалась. Гражданская война 1936-1939 года, да, и потом режим Франко. Оказалось, что испанцы готовы об этом говорить. И более того, об этом говорит молодежь. Если поколение, пережившее это, не говорит, закрывает и вообще как бы, да, забыли и все, молодежь говорит, нет, нам надо переосмыслить. Вторая стратегия, очень такая узнаваемая, это Германия, когда Вилли Брандт в Варшаве стал на колени. Это одна из самых известных фотографий, да? Такой образ покаянного покаяния. Да? Это тоже относительная стратегия, потому что да, и Германия выплачивала жертвам Холокоста много. И до сих пор выплачивает. Да. Но, с другой стороны, мы тогда говорим о том, а как быть тем, кто детям и тех, и других. Вот, и приводится пример писательницы, я, к сожалению, не помню ее имени. Ее отец был начальником концлагеря, а муж нигериец. И вот дочка ее говорит, мой дед меня убил бы. То есть, понимаете, какой сдвиг в сознании происходит. Дед концлагеря, а внучка черная. Вот на самом деле это полный взрыв мозга. И вот с этим совсем это надо работать. Поэтому разговор о покаянии, это легко говорится. На самом деле покаяние очень сложная история. Это про боль, это про страх. И особенно, когда речь идет о оценке государства, и это легко сказать, государство не готово. Но на самом деле это про много проблем, это вскрытие, и про это легко нельзя говорить. Это надо понимать. Это нужно иметь политическую волю, как минимум. Это воля. И еще один очень интересный момент. Исследователи говорят о том, что как только память начинает переформатироваться, громче звучат голоса жертв. Естественно. Вот. И вопрос в том, стратегия какая? Память покаяния, память переосмысления должна исходить от государства. Тогда, как правило, эта память героизируется. То есть мы говорим про героев. А когда память исходит от низов, память получается памятью жертв. И в мире есть эти все стратегии представлены. Они представлены очень ярко. Та же триумфальная арка. Тот же в Испании очень много, долина памяти, да, долина забвения, вернее. Это все, то есть на каком языке мы будем говорить? Вот мы, крымские татары, мы про что будем говорить? Про жертв или про героев? Вот. Мы про жертв или про героев? Я думаю, что нам будет в этом вопросе очень легко. У нас жертвы и герои одновременно. Потому что они герои тем, что они сохранили человеческое достоинство. В тех условиях, которых животные, людей просто поместили в условия, в которых животные бы не выжили, да? Где друг другу бы горло грызли другие за кусок хлеба для своего ребенка. А мы сохранили человеческое достоинство. И вот про подкорку, да, про наш жесткий диск нашей памяти, да, мы говорим о том, что это про человеческое. Да. Вы правы. Сага от таштан отца отмектанает. Айтмаджан хрма. Я это помню очень хорошо с детства. Юрий Адам Джанна оттырма. Хорчалам барбарыңыз аңнам. И еще очень такое, в нашей семье всегда это говорится, рухтан тушмең. Рухтан тушмең. Это был один из самых сильных позывов. То есть это прежде про достоинство. Это про честь, это про веру и про дальнейшее видение себя, это про внутреннюю силу. Вот это доминанта нашей ментальности, не депортация. Вот это доминант. И самое главное, мы должны для детей это сохранить. Мы в своих детях должны это воспитывать. Вот для меня сейчас самая большая проблема. Если это вербально, ничего не получится. Они слушать нас не будут. Это, я не знаю, банальности, конечно, говорю. Визуализировать это. Да, эти смыслы визуализировать. Это семейная матрица, да. Я строю свою семью так, как была построена семья моих родителей. Я живу по тем правилам, неписанным, по которым я привык жить в семье своих родителей. А теперь к этому добавьте, современный ребенок, он формируется не только в рамках семьи,
Он же формируется в ради общества. целых обществ, целых других Виртуальных плоскостей, обществ. виртуальных обществ. Вы знаете, о любом поколении это можно сказать. Наше поколение, у нас было такое окружение советское с ура-патриотизмом, с рассказами о том, что в Америке полстраны живут под постом и голодают, и с этого утюга, каждый утюг кричал «Слава КПСС». Ничего. Вот когда вы об этом говорите, я всегда задумываюсь о том времени, когда было очень легко раствориться вот в этой идеологической советской среде, да, то есть абсолютно другой культурной среде, но мы сохранили себя не просто как крымские татары, как общность, да, просто как некий этнос, культурная единица. Мы себя сохранили как нация. Да? И вот это вот, что это за нить была, Ролан Бей, как вам кажется, что нас сохранило как нацию, что нас связало воедино как нацию? И может ли это быть неким проекцией сегодняшнего дня, чтобы не раствориться вот в той среде, о которой Алиме Ханум говорит? Мечта. Мечта. Мы знаем, что из истории, что когда Екатерина захватила Крым, те более 100 лет, которые были после этого, были темными временами для нашего народа. Народ был в таком состоянии замкнутости, закукленности. Не люблю этот термин, но... Ну, уж как есть. Ну, қара дәуір деп нафля айтмадылар да о дәуірге. В начале 20 века, это из истории, так чтобы было более наглядно, я оттуда начинаю. В начале 20 века пришел образованный, интеллектуальный, эрудированный человек Исмаил Гаспринский и сформулировал свою мечту о том, что его народ может занять достойное место среди преуспевающих народов этого мира и стать хозяином на своей земле. Мы все знаем, как... И начал работать. Мы все знаем, как в результате его работы наш народ поднялся как на интеллектуальном уровне, так и на уровне самосознания. И каким процессом это привело. Но, к сожалению, произошла депортация. Но та философия, которую заложил Гаспринский, помогла нам, как народу, выжить в депортации, в этой агрессивной, в этой чужой среде, в которой он оказался. И что меня всегда удивляло, в этой среде за короткий промежуток времени, 20-25 лет, подняться по социальной лестнице выше местного населения. Следующая мечта, которая сформировалась в нашем народе, это возвращение на свою родину. Этой мечтой заболел каждый. Эта мечта мотивировала наш народ совершать просто героические поступки, в результате которых наши родители имели возможность вернуться в Крым, а мы родиться здесь, жить и дышать этим воздухом и рожать собственных детей. Зерхану, это единственная мечта, единственная нить, которая нас сохранила как нацию, Мен как бұл народ. мечта дегіл де, арзу дегіл, бұны милли ғайы дер едім. Национальная идея. Яғни милли әрекет бүтін халқыны бірлештірдім, өзінің етрафында ебет. Базы бір сойлары бар еді, инанмағанлар, қошылмағанлар. Ама не үшіндір 90 жылларда олар бірінші келіп ерлештілер мұнда. Бепек, yüksek вазифелерді біле çalıştılar. Мен білесем, шу милли ғайы біздерін бірлештірді. Ве ватанға қайтмақ. Бұл біздің топрағымыз дегіл. Біз өзіміздің топрағымызны ғайрадан елде етмек ве оны инкшаф еттірмек керекміз. Мен білесем, бұл шый бізні бірлештірді. Ве халық оларақ бізні Өзбекстанда дегіл, бүтін сүргінлік ерлерінде сақлап қалды. Мне кажется, вы не договариваете, потому что однажды, как в нашем с вами разговоре, мне кажется, вот милли ғайы, да, то есть наша национальная идея, она стала результатом национального движения. И вот, мне кажется, именно национальное движение стало вот той нитью, которая сохранила нас. То есть национальное движение – это не просто социальный феномен какой-то. Это просто история про сохранение вот своего маленького мира, своего маленького такого государства, условного, да, такого, в абсолютно другой среде, в абсолютно иных идеологических, исторических условиях. Вы как-то мне рассказывали, что там, где не было национального
национального движения, Мариэл, Урал, и люди там и остались. Но при этом надо еще иметь в виду, что национальное движение, оно, извините, создалось в Советском Союзе, в тоталитарном государстве. Государстве, которое без зазрения совести лишало родины целые народы, которая сгноила в лагерях 20 миллионов своего собственных граждан. Национальное движение появилось вот в этом государстве, вот этой абсолютно токсичной и совершенно непригодной для жизни, если говорить о социальной и политической активности, среде. И естественно, абсолютно естественно, что если бы не было толчка вот этой национальной идеи снизу, то появление национального движения, это героизм в то время. Этого героизма бы просто не произошло. Согласна? Тут... Действительно уникальное явление, скажем так. Милли әрекет бүтін халықларда бар еді. Біз білеміз олардың тағдыры не болды. Doğru mu? Sürgün etilgen халықлардың hepsinde milli hareket başlandı. Немселерде бар еді, Мескити түркілерде ve tek Kırım Tatarlarının milli hareketi soğuna өзінің işini devam etti. Ve yaptı işini. Ve milli hareket degенде doğru айтасыз, bu bir siyasi ne değil, tek siyasi talaplar ne değil. Elbette ki anda nasıl ki bu sama peripiste aytım da 53 tane sual. Ve bakın milli harekette öyle bir kassa var еді, kaysında ki bu bütün bizim millet olarak saklayacak. Til inkişafı için. Milli hareket iştirakçıları Hamdi Giraybay'ın şiirlerini ezberden bilmek gerek ediler. Eşref Şemizade'nin şiirlerini ezberden bilmek gerek ediler. Anda памятка участника национального движения бар. Мен сізге көстерерім, о документім мында біле бар. Анда такой пункт есть. Наизусть знать стихотворение Яш Жигитке или татарларға. Сіз milli hareketin iştirakçılarının Арсен ағаға мені осы валini бергенде бір кереден айтты да осы нені шиырны ezberden. Bakın ki biz шиге бақтық. Мына бұл сақланған Surgun etilgen vaxtında bizim kartlarımız ne aldılar? Analarımız ya, kartbabalarımız, kartbabalar değil, kartanalar, kadınlar ziyadece Kur'an birinci növbette ve endi ikincisi belki de bu en kıymetli şeyleri, fesleri, kuşakları, bazıları açlıktan öldüler, lakin onu satmadılar. Kaytarıp getirdiler. Bildiler ki çünkü onlara anlattılar bu da bizni bir millet olarak saklayacak şey. Ve onun sayesinde şimdi bizim ustalarımız bütün bu şeylerini yaparlar. Doğru mu? Onlar kolaylıkla. Yani milli hareket sürgünlükte halkımız beklep oturmadı. Mına bizni demek Sovet hükümeti akıllı kirer, son bizni kaytarır. Kayda Sovet hükümeti Leyla Hanım aytkandayin. Mına Cevdet Ağa Ahmetov деген bir yazıcımız var edi. Adam cenkçi. Birinci күнден соңғы күнге жеңікте iştirak etті. 45-ші yılda жеңікні бітірген соң қайтып келе де Қырымға қайтып келмей. Оны кетірелер Андижанға. Ve анда o bir söz ayta. Stalin'in heykeli yanında олар отыралар bir dostunun söhbetleşip ve o diyor bu yebermegence biz Kırım'ını görmemiz. İkinci günü tağda gelip adamını 25 yılga antisovetskaya propaganda 25 yılga kapadılar ve Stalin yebergen son o adam 53. yılda 8 yıl oturup kaytıp geldi. Cenk iştirakçısı. Ve mına doğru ayta Leyla Hanım böyle şaraitlerde buna bakmadan mına benim akayım rahmetli Sedamet Mehmetov aytaydı. Şimdi peripis yapmak bek kolay. Mına unutma hatıra ne oldu da akция unutma. Mında o değil ne kadar kolaydı. Bir kimse herkesin kolunda diktafon var, telefonlar var. O vakit bizim kızlar 15 yaşında, 16 yaşında kızlar cebine defterlerini saklap хоранталарға бара еділер, sanki musafirlikке бардылар, қол өпмеге бардылар ve анда başlayırlar kartlardan. Eğer onlarını tutsaydılar, kapatmak değil, öldürürdüler. Ve ne kadarını kapattılar? Bir söz için, bir ne için antisovetskaya propaganda sürgünlük yerlerinde pek korkaydılar. Mına bu şu осведомительlerin evet hizmeti bu. Lakin buna bakmadan hepsi bir devam ettiler. Korkup pısıp oturgan olsaydılar biz şimdi Kırım'da olmaz dedik. Абсолютно точно. Альмих, вот все то, что сейчас говорила Зира Ханум, по большому счету, это вот эти вот культурные артефакты, да, которые мы сохраняли, информацию, да, о том, как был устроен крымско-татарский мир в Крыму до депортации. По сути дела, это вот накопление тех маркеров или познание и поиск маркеров идентичности. В этом смысле, почему
Ну, за 30 лет у нас проведено немало исследований, и по результатам этих исследований мы видим, что именно депортация становится осевым маркером идентичности. Что это за феномен? Почему мы не дополняем ее еще чем-то? Скорее всего, это связано с тем, что депортация коснулась каждого, абсолютно каждого. И вот эта прямая включенность, личная включенность, вот это вот и создает такое вот наднациональное, надэтническое осмысление этого. Да? То есть мы не меряем это в рамках каких-то непонятных, абстрактных, мы меряем и пропускаем это все через себя. И вот, и когда ты расскажешь о депортации, я искренне говорю, я студентам всегда рассказываю о депортации, о том, что, обращаясь к ним, вот я говорю, сейчас первокурсники, второкурсники, третьекурсники, то есть где-то 18-20 лет. Вот этот возраст, говорю, когда моих обеих бабушек выслали, им обеим было по 18, они были 25-го года рождения, вот, говорю, представьте себя в ватных штанах, в овшах. Вот. Они сразу начинают. То есть для них это очень... И это не только крымских татар, я ко всем обращаюсь. Вот я очень стараюсь персонифицировать, вернее, сохранить эту персонификацию воспоминаний. То есть, представьте себя во вшивых штанах, вши у вас везде. Вот. И плюс ко всему, рядом в вагоне умер твой сосед. Умер твой родственник. Это все перед тобой. И нет возможности захоронить. Я вам искренне говорю, плачут. Все плачут. Говорю, открывается вагон, говорю, тело выкинули и поехали дальше. Говорю, а вот мальчишки, которые 10-12 лет, мне бабушка всегда об этом рассказывала, они были самыми активными, мобильными, открывают, бегут искать воду, не успевают, закрылись, в цепях ребенок остался. Вы представьте, говорю, себе это. Представьте себя, говорю, болеющий тифом, как заболела моя бабушка где-то под Сталинобадом. Представьте свою маму, разрывающую голыми руками курицу, потому что ей надо дохлую курицу, потому что ей надо было 2 маленьких близняшек кормить. А к этому добавьте, что вашего мужа либо отца раскулачили, вы остались одна, в вашем возрасте уже, говорю, как правило, 2-3 детей, говорю, было. Вот, то есть это все надо очень персонифицировать. И это надо, как вам сказать, вот сейчас очень модно говорить, конструировать это пространство. Вот пространство памяти, нам надо его создавать. Не создавать, возможно, создавать заново, но сохраняя вот эти вот, как вы, Элеонора, нам говорите, маркеры идентичности. То есть то полотно, на котором мы ткем нашу этничность. То полотно, может, рисунок его поменяется, но он должен остаться двухсторонней крымско-татарской вышивкой. Или это махлама, либо это двухсторонняя вышивка, но он не должен, он должен остаться нашим. Лиль-ханум, вот сегодня и сейчас говорить про будущее очень сложно, да, но нам точно нужно его как-то конструировать, и вот даже в тех параметрах, о которых говорит Алиме Ханум, как говорить про будущее, что вкладывать в это будущее. Как, у вас опыт Зеры Ханума большой, и вы в тех тоталитарных условиях, в жестких идеологических каких-то рамках... Böyle bir kartlar sırasına koştunuz. Yok, o kadar değil ama galiba siz bizden bayağı gördünüz. Да. Как говорить в этом смысле с новым поколением крымских татар? Сначала чуть о другом. Я согласна, что вот мы все равно возвращаемся к этой теме, что вот эта доминанта, что ли, или основополагающая матрица нашей идентичности – это депортация, память, да, они. Я вот, не знаю, все во мне не то, что против. И да, конечно, какая-то часть обязательно. Ну, по крайней мере, вот у нашего поколения, да. Для меня каким-то откровением даже было то, что говорила Лиль-ханум, потому что она встречается со студентами, она понимает это настроение. Видимо, я встречаюсь не с той молодежью, потому что у меня не возникало таких опасений и такой тревоги. Но мне кажется, что все-таки доминантная часть, основополагающая, вот маркер нашей идентичности – это другое. Что? Любовь к Крыму. Причем вот опять личная любовь, простая, человеческая. Не опошленная вот этим плакатным патриотизмом, а вот как… Не ласточки на гнездо. Да, как к матери, как к чуду, которое тебе подарили, как к своему ребенку. Вот такая любовь. Она какая-то уникальная совершенно у нас, да? Вот мне понравилась очень мысль, что нас мечта поддерживала.
и любовь. Вот вы послушайте рассказы этих стариков. Вот у нас целая серия материалов «Живая история», где они... И каждый вспоминает, какие у него персики в саду. У кого, я не знаю, что там у нас овцы были, еще что-то. И как мы играли, в какие игры. Вот это такая теплая человеческая любовь, как вот к народу, как к семье, да? Именно к семье, близкие люди, а к Крыму как к дому родному, в котором вот здесь там занавесочки моя мама повесила своими руками, а вот здесь там у нас был очаг, и там всегда мама варила что-то очень вкусное. Вот какая-то вот такая, я думаю, что и вот это самый главный маркер нашей. А говорить с будущим, говорить с молодыми – это говорить с будущим. Задать, да, роль, конечно, говорит. На личном проще, наверное, это объяснить. А когда мне исполнилось 16 лет, надо было получать паспорт, и в паспортный стол мой отец поехал вместе со мной. Но не войдя туда, он сказал: подожди, я помню этот дворик ангренский, узбекистанский. И хотя мне там в ноябре 16 лет исполнилось, я спохватилась только в мае где-то, там еще что-то цвело, и мы под деревом с отцом стоим, и отец опустил глаза и сказал: вот сейчас мы пойдем получать твой паспорт, и сейчас у тебя есть шанс, возможность все изменить и сделать свою жизнь очень хорошей, и тебе никто не будет мешать. Если ты возьмешь мамину фамилию Ермолова. У меня мама русская. У тебя все будет по-другому, все пути будут перед тобой открыты. При этом он не поднимал головы. И я как бы потом поняла, почему. Потому что нас тогда не во все вузы принимали. Да, у нас в паспорте у каждого. То есть у меня был бы другой паспорт. У меня не было бы вот той восьмерочки, да, незаметной восьмерочки через 2-3 страницы, по которым при поступлении на работу отдел кадров открывал, видел восьмерку и говорил: не, все, нам такие не нужны. Ты бы могла ездить за границу, тогда крымских татар по турпутевкам, хотя для всех это была редкость. То есть масса ограничений. Куда ни сунься, везде ограничения. И поэтому он мне, видимо, это предложил. Но сам при этом держал опущенными глаза. Мне 16 лет. Я была оскорблена в своих лучших чувствах, что мне это предлагает мой отец. Я сказала: папа, ты вообще с ума сошел? Я что, должна, по-твоему, от своей нации отказаться? Я крымская татарка, не собираюсь от этого отказываться. И потому, как он на меня посмотрел, я поняла, что для него это тогда были главные слова, которые он от своего ребенка услышал. Я тогда не понимала, что они и для меня станут главными словами, которые, по сути дела, все определят у меня. И выбор, профессию, судьбу, вообще место в пространстве. Все они определят. И вот мне кажется, когда мы говорим с молодежью, может быть, можно, конечно, делиться своим опытом, надо рассказывать о нашей истории, надо очеловечивать эту историю. Можно давать советы, это, кстати, бесполезное занятие, они не слушают советов, но мне кажется, надо как-то вот так передать, что они могут идти, выбирать любые дороги, какие им хочется. Но на любой дороге и при любом выборе они должны знать, помнить, повторять про себя, гордиться одним понятием: я крымский татарин. Все остальное приложится. Чүнки о эрши, мен девам этмеге істейм, бізде не дейм, бір қан несінде кете. Вот на генном уровне. Мен бір нені мисалын кетірежек олам. Мариэлде маңа теклиф етілер Звенигова шерінде бір крутой бизнесмен бар. Ода Крым татары, пек çok şeyleri yapar. Анжақ яш, Мариэлде доған. Onu da бекім танышырсыз. Мен doğruсын айтсам, істемедім. Çünkü dedim bu бизнесмендер не айтacak маңа. Тем более сүргінлік ерінде доған адам. Азансы бабасы жоқ енді çoğtan. Айда енді мені озғарған адамларын көңілін қырмайым деп бардым. Ve doğrusunu айтсам, öyle bir akılsız bir sual berdim өзім жесіне, абдал жасына bir sual. Nasıl etip siz mında doğdunuz? Nasıl etip sizin ana babanız mında keldi? Çünkü айтам да мен laf etmege ya da o adam hatırlamamı yazıp almağa hazır değil edim. İnanmazsınız Allah tepemde o adam başladı ağlamağa, o kırıp adam, yaş insan
о кадар зеңгин инсан, бүтүн бир районну туткан инсан, анда о кадар укр аглабаш о сүргүнчүлүктү көргөн жок. О пек жакшы шарайтлерде жашады, пек жакшы шарайтлерде шынды да жашай. Пек зеңгин инсан. О кадар укырып башлады агламага, насыл мен анам бабам деди, санки бир кой сүрүсү кеби вагонларга кетирип, мына бу жерде батаклык ичине ташладылар. Бу батаклык ичинде мына сау калыңыз деп, мен анам бабам осы батаклык ичинде сак калды. Мына насыл келип, мен мына бөлө ончун мындогдум. Шынды мен борчум ич олмадым бу өлген инсанлар, анда о мезарлык япкан, мезарлыкны абаданлаштырган, анда оле бир дүлбер ве о эндиди мен мында байрамлар болгонун истер эдим. Яни анда бир нени яшатмага истер эдим. Бакынки бу инсан башка шарайтта яшай, лекин Лиля айткандай эбет башында ана бабасы бу шилерни айткандыр, о кайдан билежек? 60-шы жылларда doğan insan, 60-65-ci жылларда doğan insan elbette ki bilmiyor. Sorguluktan 20 yıldan son. Lakin bu şeyler onun nesinde kaldı hafızasında. Ve bakın ki bu vakti gelgende bu şey, mana bu ağrı, вот эта боль, o çıktı tışka. Yani o içinde vakit var. O tıştan baksan pek ne adam, zengin adam, böyle bir ne şey, lakin içinde var. Ve men o adamga minnetdarlık bildirdim, teşekkür unutmağanı için. Ve demek onun balları da unutmayacak. Biz mına ballarga elbet şimdi Lila doğru ayta, olarga bir nasihat etsek, akıl öğretip başlasak, olar hepsi can sıkıcı şeyler, olar dinlemezler onu. Ya da dinleseler de böyle bir kulağından kirer, ekindi kulağından çıkar. Lakin vakit gelip o şey anda pişer ve özünün meyvasını verir. Yani demek men belesem biz ana baba olarak ballarımıza bunu aytmak gerekmiz. Оларны ачууландырмак дегил, ләкин оларга о акыйкатны айтмак, о олган шейлерни огретмек биздин борчумуздур. Мен билесем ойле. Арланбей, что бы вы взяли с собой в будущее из нашего опыта прежнего? Опять же вернусь к Исмаилу Гаспринскому. В нашей истории уже есть позитивный опыт выхода из кризиса. На самом деле у нас сейчас в обществе идут процессы закрывания, закукливания. Но из нашей истории Исмаил Гаспринский сделал просто удивительные вещи. Если бы такая личность не появилась, я, честно говоря, сомневаюсь, смогли бы мы как народ, или, по крайней мере, смогли бы мы в таком состоянии, в котором мы сейчас, на таком уровне, социальном уровне, на уровне интеллекта, быть, если бы такого человека не было. Я считаю, тот опыт, который есть у нас в истории, тот человек, который был в нашей истории, ну, надо брать этот опыт, надо использовать его. Чохсал. Мне в наследство досталась история про Крым как про рай. И эту историю я подарила своему ребенку. Еще нам в наследство досталась тяга к жизни. Это как уникальный инструмент, который характерен только для нас, для крымских татар, который заставил нас выжить, который помог нам сохраниться как народу, как нации. Еще нам досталась в наследство энергия борьбы. Именно поэтому мы сегодня можем делать то, что мы делаем. Каждый из нас на своем маленьком каком-то участке. Мне кажется, что мы должны еще сохранить память. Память как инструмент и память как оружие. Потому что нам нужно передавать эту историю про маленький рай следующим поколениям. Чохсагнус. Это был проект Меркес. Горошкенджи.